Поэзия – великая тайна, человек не сможет постичь ее разумом, уверена известная донецкая поэтесса Елена Лаврентьева, которая посвятила любимому делу более 40 лет. Всемирный день поэзии для Елены Фоминичной является праздником души. Недавно за большой вклад в современную поэзию наша землячка стала дипломантом Международной литературной премии имени великого князя Юрия Долгорукова, вручение которой проходило в Москве. А потом ведь это действительно очень милый праздник. Кажется, его предложили японцы, если я не ошибаюсь. И, в общем, мое уважение к японцам еще более возросло после того, как они этот день решили праздновать, ввести такой праздник. Елена Лаврентьева говорит, что с пониманием относится к современной поэзии, потому что вполне естественно, что с наступлением новой эпохи приходят и новые поэты. Потому что поэзия существует в мире труднее, чем какие-нибудь другие явления духовного мира. Потому что поэзия, я бы так сказала, это такой детский разговор поэта с небом, с Богом. Например, Сергей Климан еще год назад был студентом филфака, а сейчас работает уже учителем в школе и успел за это время издать несколько поэтических сборников. Молодой талант вдохновленно признается, что писать стихи могут абсолютно все, вот только затронуть человеческое сердце поэтическим словом удается не каждому. Я живу поэзией. Поэзия для меня – это жизнь. Анна Погорелова, руководитель русского центра в Донецке, не без радости отмечает, что молодежь с годами все больше тянется к поэзии. Нельзя утверждать, что стихи не востребованы в обществе. Эпоха интернета, высоких технологических возможностей не сможет заменить человеческому сердцу ни книг, ни стихов. Поэзия будет актуальна однозначно всегда, потому что только благодаря поэзии человек раскрывается. Только поэзия может затронуть тончайшие струны человеческой души, и актуальность поэзии будет вечна. Сегодняшний праздник собрал много известных поэтов в библиотеке имени Крупской. Во время творческой встречи декламировали стихи, обговаривались проблемы современной поэзии. Поэты делились воспоминаниями о прошлом, переживаниями о сегодняшнем и планами на будущее. Елена Витык, Александр Пугачев, Первый муниципальный.